Научиться управлять финансами, чтобы иметь возможность экономить и рационально тратить – это единственное и правильное желание, а иногда и насущная необходимость. Навык управления личными финансами помогает во всех сферах жизни. Имея такой навык, вы меньше тратите, эффективнее сохраняете и увеличиваете доход, а также быстрее достигаете важных целей, умеете распознавать мошенников и избегаете финансовых ловушек. Но почему, спросите вы, у одних получается жить на небольшую зарплату, откладывать сбережения и ездить в отпуск, а другим, сколько бы они ни зарабатывали, не удается накопить ничего, кроме долгов? Если вы хотите, чтобы не деньги управляли вами, а вы деньгами, то оставайтесь с нами. Сегодня вы узнаете, как управлять личными финансами. В этом вам поможет наша подборка полезных советов и рекомендаций специалиста. Итак, как научиться управлять деньгами – это тема нашей передачи про деньги сегодня. Мы с вами разберемся, как можно легко и быстро научиться управлять личными финансами. Деньги остаются главным стрессом для россиян. Из-за финансов переживают 76% мужчин и 80% женщин. Отношения с деньгами часто принимают две формы. Одни усиленно копят и ничего себе не позволяют, а другие неконтролируемо тратят и влезают в долги. В первом случае человек не может расслабиться, во втором случае полностью теряется чувство ответственности. И сегодня у нас в гостях Алена Николаевна Шкулепа, психолог, бизнес-психолог, системный психолог и сертифицированный тренер. Она поможет нам разобраться с этой задачей. Алена Николаевна, первый вопрос, который я бы хотела вам задать. Откуда берутся негативные установки и что можно сделать, чтобы лучше принимать грамотные финансовые решения? Ну, я думаю, что не открою никакого секрета. Все установки у нас берутся из детства. Естественно, очень часто, когда психологи работают с денежными установками, первый вопрос: скажите, пожалуйста, какими пословицами, поговорками, какими фразами в детстве вообще у вас выстраивались отношения с деньгами? И именно поэтому кто-то позволяет себе все, кто-то позволяет себе абсолютно ничего. Есть промежуточные версии, когда, например, мама может позволять абсолютно все своей семье и ничего совершенно не позволять себе, и так далее и тому подобное. Поэтому все мы родом из детства, естественно, корень искать нужно там. Однако же у каждого из нас бывают ситуации жизненные, которые нас тоже научают чему-то и тоже задают установку, которая на первый взгляд в тот момент спасает, а потом тоже может начать вредить. Угу. И вот я очень часто слышу такое понятие, как страх потери денег. И вот есть такое понятие, да? Почему от него многие настолько зависимы, а некоторые, наоборот, легко расстаются с деньгами? И как можно контролировать такой страх? Ну, страх потери денег, он напрямую связан именно с безопасностью. Как ни крути, мы живем в том мире, в котором деньги являются мерилом очень многих вещей. Это и мерило успешности, с одной стороны. Именно поэтому некоторые совершенно тратят на дорогие вещи, даже когда не могут себе это позволить. Ну, не мне рассказывать вам, как мы с последними айфонами ездим в автобусах. Да, совершенно спокойно, мы достаточно часто это видим. Это такой пример вообще в масштабах нашей страны. Ну, кстати, не только, и за рубежом тоже есть у некоторых стран какие-то такие вот привычки. Пустить пыль в глаза, но для этого нужно потратить деньги. При этом, когда мы просто говорим с вами про нашу обычную человеческую жизнь, то, естественно, вот этот страх остаться без денег, не мочь прокормить семью и так далее и тому подобное, конечно же, он влияет. И мы не можем вообще не учитывать этих моментов. И вот это накопительство излишнее, да, вот эта вот привычка, чтобы у нас были деньги, оно, конечно же, присутствует. И в этом, с одной стороны, нет ничего плохого, с другой стороны, ну, у нас экономический мир, он разный, и все меняется, и просто их складывать в банку бывает просто неэффективно. Ну, я с вами соглашусь абсолютно, потому что как финансовый консультант я могу четко заявить, что просто хранить деньги под подушкой или под матрасом, или в копилке, в баночке, да, это не совсем эффективно. Все-таки деньги нужно размещать
размещать, во-первых, в безопасном месте, а на данный момент это могут быть только банки. И там размещать вклады не только безопасно, но еще и есть гарантия возврата в случае отзыва лицензии у банка и так далее. А если вдруг, ну, не знаю, дома произойдет какой-нибудь несчастный случай, да, не дай бог, произойдет кража или, ну, может пострадать жилище, да, от какого-нибудь воздействия, может быть пожар или наводнение, человек может просто потерять все свои сбережения. Так же? Конечно. Вот. Но скажите, страх потери, он как-то связан вот с расточительством? Как психолог, вот вы можете сказать? Потому что я иногда встречала такое, да? Я же консультирую людей и общаюсь все равно со многими, и есть такая проблема. Человек копит деньги и старается их сохранить, но при этом он сохраняет их, покупая определенные вещи. То есть он как бы создает такую некую подушку безопасности, но покупая себе вещи, например, тот же дорогой телефон, да, или покупая автомобиль, не один, а несколько, допустим, или он вкладывает в какие-то дорогостоящие вещи. Вот. И это ведь все происходит из-за страха потерять деньги, потому что вместо того, чтобы разместить эти деньги на вклад, человек вкладывает эти деньги в покупку дорогостоящих вещей. Вот как вообще, почему такое происходит? Почему такая закономерность? Ну, смотрите, тут на самом деле, во-первых, надо разбираться очень индивидуально. Мы не можем взять и просто перечислить абсолютно все денежные установки, которые есть, потому что, как ни крути, несмотря на то, что мы живем в определенном историческом контексте и воспитываемся там, тем не менее, в каждой семье свои правила. И здесь очень важно понять именно какую роль, какой символ деньги, их наличие, отсутствие и вообще их существование имеет для каждого конкретного человека. Для кого-то это то, о чем я уже говорила, например, мерило успешности. Да, и мы про успех это говорим. Для кого-то это означает еще что-то. И когда человек, вот вы говорите про расточительство, во-первых, человек, когда покупает себе еще один автомобиль, он не считает это расточительством. Он считает это вкладом, потому что это та вещь, которую он может использовать, которая через несколько лет тоже будет эффективна. И можно ездить там, на автомобилях много-много лет, там, если ничего принципиально. В отличие от электроники, например, да, она там меняется, и вполне возможно здесь вот что-то уже может не работать. И поэтому для человека в этом смысле все очевидно. Но смотрите, какая история. Дело в том, что у нас у всех есть такой некий негласный финансовый потолок. Что такое? Это вот не про то, как мы зарабатываем, это скорее, или сколько мы можем заработать. Это про то, насколько у нас хватает понимания, как мы этими деньгами можем распоряжаться. Вот, да. И если у меня было в детстве ограниченное количество денег, если с самого детства у меня не было ни карман, вообще никаких, то когда ты вырастаешь, то ты понимаешь, что и вдруг у тебя появляется сумма, о которой ты даже мечтать не мог, и ты просто в ступор, потому что, с одной стороны, их куда-то надо потратить, а куда? И вот здесь как раз и есть вот этот момент, когда человек для себя начинает решать. И появляется как раз вот этот страх потери, потому что ты не боишься, когда у тебя ничего нет. Да. И каждый этот страх реализует по-своему. Бороться с этим, я вообще не очень люблю слово «бороться», потому что оно такое немножко про принуждение. А вот разбираться с этим, конечно же, стоит. То есть понимать вообще, почему, для чего и какую потребность на сегодняшний день я закрываю той или иной покупкой или тем или иным складыванием монеток в баночку. То есть вот если с этим поразбираться, можно понять вообще, что происходит, и самое главное, скорректировать это. Да, и вот сегодня как раз в нашей передаче мы хотим показать нашим зрителям, как научиться управлять своими деньгами. И вот все-таки нужно ли управлять деньгами или нужно жить вот в потоке, да, как просто вот идти по течению, как будет, так будет. Либо же действительно давать возможность, вот появляется сумма, значит, ее обязательно нужно тратить. То есть быть как-то подвластным, что ли, вот этим денежным именно установкам. Знаете, вы сейчас сказали очень важную вещь, и мне кажется, это связано с критическим мышлением, потому что, как ни крути, все, что связано с тратами, мы не берем какую-то потребительскую корзину, оно все-таки связано с маркетингом, а маркетинг — это вот не про критическое мышление. И здесь очень важно понять для себя,
свое собственное комфортное отношение к деньгам. Если я понимаю, что у меня закрыты все основные базовые потребности, если я понимаю вообще, что происходит, почему бы не позволить себе сходить в дорогой ресторан и поесть чего-то вкусного? Да? С другой стороны, если я понимаю, что я закредитована ужасно, что я из раза в раз ищу деньги для того, чтобы кому-то отдать, и при этом я покупаю себе то, чего я не могу позволить, я так подозреваю, что с этим что-то, наверное, не так, и этот вопрос надо решать. Поэтому каждый отвечает совершенно по-своему. Что крайность — это вот бесконечное сохранение и невозможность себе позволить все, что крайность полного расточительства при неимении возможностей, я считаю, что все-таки не тот вариант, не очень здоровый. Как всегда, золотая середина посередине. Конечно. И опять же, мы приходим к тому, что все-таки необходимо повышать тот уровень финансовой грамотности, который поможет человеку грамотно распределять свои средства, правильно? И я думаю, что вы, как психолог, согласитесь со мной, что лучше, когда ты знаешь, сколько у тебя есть денег и на что ты можешь себе позволить эти свои доходы, да? На что ты можешь себе на что ты можешь потратить эти деньги, которые ты зарабатываешь. И еще один момент такой, который я часто тоже слышу, и задают очень много вопросов слушатели наших лекций, зрители передач, которые смотрят передачи именно по финансовой грамотности, да, и часто задается такой вопрос: ну вот зачем мне изучать финансовые инструменты, или зачем мне повышать свой уровень финансовой грамотности, если мой уровень дохода вообще невысокий? Его хватает только вот от зарплаты до зарплаты. Вот какой можете дать совет как психолог вот таким вот людям, которые не надеются ни на что хорошее? Я бы ответила на это так. Даже если у вас небольшой доход, финансовой грамотностью заниматься стоит. Почему? Потому что мы очень часто что-то делаем в фоновом режиме и даже не представляем, что у нас есть этот даже пусть небольшой ресурс. И если мы хотя бы 1 месяц, давайте не будем месяц, неделю, просто посчитаем, что, куда, как уходит, то можно будет понять и эти резервы найти. Конечно же, если у вас, не хочу совершенно сейчас возбуждать зрителей, что если у тебя зарплата 20 тысяч рублей и 3 детей, что там из этого можно что-то высказать, наверное, нет. Даже точно нет. Но если мы понимаем, как работают финансы, мы понимаем вообще, что с этим можно делать. В любом случае. Маленький у вас бюджет, большой бюджет. Что еще очень важно именно с психологической точки зрения, что когда вообще человек чем-либо управляет, когда он понимает, что как происходит, у него автоматически появляется уверенность в себе, которая позволяет находить другие возможности и способы для развития и для заработка в том числе. Конечно. Когда ты не понимаешь, когда ты все время подчиняешься обстоятельствам, ситуациям и так далее, тогда, конечно, о каких ресурсах может идти речь, когда просто у человека нет на это сил. Поэтому я уверена просто. Я сама этим занималась, потому что когда мне повезло и попалась умная книжка про финансовую грамотность, я прям поняла, что там существуют разные статьи расходов. Все это совершенно не так просто, как кажется. И вот эта уверенность в себе, и в том числе безопасность, потому что я понимаю, что, кого, как, куда и так далее, она позволила очень многие вещи делать совершенно по-другому. Вот как раз мы подошли к такому очень важному вопросу, как безопасность, потому что довольно часто происходят случаи, когда человек становится жертвой мошенников. И я хотела бы у вас спросить, почему такое происходит и почему люди так сильно доверяют мошенникам, которые звонят им, предлагают вроде такие абсурдные вещи, на которые, мне кажется, очень сложно повестись. Но есть люди, которые верят, доверяют и даже идут и делают то, что говорят им эти мошенники, которые звонят на телефоны, либо отправляют какие-то письма, ссылки и так далее. Вот с психологической точки зрения, что это вообще, какое воздействие они оказывают на человека? Почему это так? Почему им так легко удается обманывать? Легко удается обманывать тех, кого можно обмануть. То есть все-таки не 100% людей подвергаются воздействию мошенников. И это не вопрос плохости или хорошести ума или отсутствия ума человека.
правда. Во-первых, очень часто мошенникам попадаются люди, которые находятся в определенном эмоциональном состоянии. Во-вторых, мошенники всегда действуют не на здравый смысл, а на эмоции. А у нас в мозге эмоциональная часть гораздо больше, чем рациональная. И поэтому это несложно вообще. Я сама пару раз попадалась, чего уж там греха таить. То есть, и потом просто ты сидишь и анализируешь, что да, ты был в таком эмоциональном состоянии, где ты просто пропустил вот эти вот сигналы. И, слава богу, в моем случае это все закончилось без глобальных последствий. Но вообще это там буквально было полшага для того, чтобы его сделать. И даже там супруг, который в это время ходил вокруг меня и говорил, что ты творишь, абсолютно, вот я на него никаким образом не реагировала. И этому абсолютно каждый может человек быть подвержен. Потом люди, которые этим занимаются, они, как бы это ужасно ни звучало, занимаются этим профессионально. И они знают, что, как, куда надавить и каким образом это сделать для того, чтобы человек заинтересовался. А ведь это самое главное. А дальше все это раскручивается. А как они профессионально, неужели этому учат? Или есть какие-то методы воздействия на человека? Вот как подстраивают они голос, как интонацию, что они делают? Я вам на своем опыте скажу такую вещь. Дело в том, что мы как ментальность, как страна, как сообщество коммуникативно еще не очень развиты. Не обижайтесь, дорогие зрители. Мы, правда, этому уделяем мало времени. Я вам даже по своему опыту скажу. Вот я 14-й год занимаюсь бизнес-тренерством. У меня есть такой замечательный тренинг, который называется «Деловая коммуникация». Это базовые навыки общения. Он наименее популярный. Вот все остальное, с удовольствием люди этому учатся, коммуникации люди учиться не хотят. А да, это базовые вещи, когда вы просто подстраиваетесь под голос. Если это физически, то вы можете подстроиться и физически. Когда это определенный способ воздействия, когда это определенные слова, когда это, например, если люди встречаются очно, это дотрагивание друг друга. Это все абсолютно в общих источниках. И почему очень важно учиться коммуникации? Не только для того, чтобы самому быть успешным, хотя это мне кажется, это априори важная вещь. А вообще, когда ты это знаешь, ты очень хорошо это можешь распознать. Что с тобой в данный момент делают, как с тобой разговаривают, куда смотрят и так далее. Потому что у меня был такой эпизод, когда приходил продавец, я еще работала в банке, в кабинет, я прям видела, какие фишки он использует для того, чтобы мне продать книжку. Это было так интересно за этим наблюдать. И приятно, что ты об этом знаешь. Я говорю, вы прям мастер. Он такой, да. То есть, да, этому можно научиться. То есть есть открытые методики в открытом доступе, и мошенники просто это используют, чтобы находить подход к своим потенциальным жертвам. Они не жертвам. ленятся этому учиться, да. Причем это самое-то интересное, что это не волшебные методики, они достаточно, как все гениальное просто. Есть такая популярная книга Дейла Карнеги, «Как завоевать друзей». Вот, я думаю, что это их настольная книга, если они вполне возможно, почему нет, это очень просто. Да. На самом деле, действительно, книги могут помочь и повысить уровень не только грамотности, но и финансовой грамотности, и в том числе и помогут распознать и защититься от мошенников. Вот, оказывается, как интересно все, как мы интересно это все обыграли и все-таки привели все к книжкам. Да? Читайте книжки, дорогие телезрители, и повышайте свой уровень грамотности, не только финансовой, но и грамотности в плане коммуникации. Так вот, дальше следующий вопрос, который я бы хотела вам задать. И все-таки такой термин постоянно очень популярен, социальная инженерия. Мы постоянно о нем, мы его слышим, да, что это такое. И ведь социальную инженерию как раз используют мошенники. И вот что же это такое? Что мы с одной формой разобрались, а давайте теперь разберемся с социальной инженерией. Как она помогает мошенникам обманывать своих жертв? Отчасти этого феномена вы уже сказали. Это как раз способ через коммуникацию, способы воздействия. А вообще это, конечно, набор манипулятивных техник с целью даже не только финансовой выгоды получения, а цель получения личной информации. А дальше личная информация используется как удобно. То есть начиная от каких-то политических вещей, каких-то резонансных, каких-то вбросов информационных и так далее. Это все для управления. И заканчивая, естественно, финансовой выгодой, потому что чаще всего все это
конечная цель — финансовая выгода. Вот. И это начиная вот с каких-то очень простых вещей и заканчивая, конечно, сейчас вот этот термин вообще социальной инженерии, он очень рядом с вот всей этой историей. Да, вот С кибербезопасностью. Да, с кибербезопасностью и вообще вот все, что связано с этим. Поэтому, конечно же, это использование и различных технологий, связанных там, не знаю, считывание экранов, пин-кодов и так далее. То есть это все очень-очень развивается. Знаете, как там лет 10 назад какой-то американский фильм смотришь, где кто-то через камеру смотрит, как кто-то где-то набирает какой-то пин-код, и значит, это все используется. Это сейчас делается совершенно в разы проще, элементарнее. Не зря об этом все время говорят, что никому ничего не то, что передавать, но и желательно как-то вот это и тихонечко все набирать. Это все можно считать сейчас совершенно. Ну да, когда вот мы рекомендуем, допустим, соблюдать технику безопасности в банкоматных комнатах, да? То есть там даже на банкомате специально для пользователей именно в банкомате специально для пользователей размещается инструкция по использованию банкомата. То есть прикрывайте, при вводе пин-кода прикрывайте рукой клавиатуру. То есть здесь получается то же самое. Не устанавливать на телефоны какие-то ненужные программы, допустим, да? На ноутбуке, на любые гаджеты, которыми вы пользуетесь постоянно. И получается, вот такие вот простые советы помогут нашим зрителям как раз исправить, вернее, не исправить, а возможно, даже где-то исправить, да, ситуацию, если у них не настроены, допустим, антивирусные программы, или вдруг они скачали какую-то программу, которая им абсолютно не нужна. То есть как раз вот в этом случае нужно говорить об этом. И как же быть со старшим поколением? Еще несколько лет назад, буквально 2-3 года назад, жертвами мошенников были в основном пожилые граждане, пожилые, пенсионного возраста, за 50, тем, кому за 50. Сейчас, вот начиная с прошлого года уже, аудитория, которая подвергается действиям финансовых мошенников, она очень помолодела, очень. И я постоянно слежу за статистикой и слежу за тем, что жертвами мошенников становятся граждане от 20 уже лет. От 20 и до 50-55. И суммы, которые мошенники, если раньше они использовали только вот мобильный банк и банковские карты, то сейчас суммы именно вот потерь жертв, да, они увеличиваются за счет того, что они оформляют кредиты. Вот как мошеннику удается на свою жертву вот напасть таким образом, что он идет и даже оформляет кредит? Опять же, человек находится в определенном состоянии. Да, у человека какая-то жизненная ситуация, у человека какая-то установка в том числе. Да, там, волшебное слово «халява» вообще-то никто не отменял. И некоторые себе это объясняют буквально тем, что я достоин, вот такой шанс у меня появился. И в этом совершенно, я не вижу в этом ничего такого там удивительного на самом деле. Удивляет то, что мы, да, действительно, мы как общество, наверное, попустительски относимся к этим вещам. Мы продолжаем доверять банковской системе и правильно делаем, потому что все-таки банки сейчас стараются по максимуму, чтобы обезопасить. И нам кажется, что ничего не должно произойти от слова совсем. Но дело в том, что как и банки развиваются, так и мошенники развиваются. И поэтому каждый раз находятся вот эти варианты, каким образом это происходит. Есть еще один очень важный аспект. Это с момента, как началась пандемия, мы находимся в повышенной фоновой тревоге. Она у нас и так, как у людей, достаточно фонит. Есть такое чисто человеческое свойство, просто у кого-то чуть побольше, у кого-то чуть поменьше. А когда случаются катаклизмы мирового уровня, а у нас сейчас они происходят мирового уровня, вообще всех трясет, естественно, повышается еще больше. И в связи с тем, что вот это повышение происходит, человек, когда находится в таком состоянии, он, естественно, больше подвержен влиянию. В этом тоже ничего нет удивительного. И вообще у очень многих людей способ борьбы с тревогой, такой, да, справления с тревогой, это какие-то некие действия. И когда появляется кто-то, кто обещает нам, что наконец-то все станет хорошо, тебе только надо там кредит 1 миллион взять, да, во-первых, ты считаешь, миллион-то уж прям не заоблачный, не миллиард деньги и так далее и тому подобное, вполне возможно, человек для себя решает, что да, вот, наконец-то наступит этот момент, когда мне станет спокойнее. Понятно, что чаще всего, вот
Я даже скажу, в 99 случаев это подсознательная история. Человек, к сожалению, не понимает, что происходит. И потом, когда с этим человеком разговариваешь, когда вдруг начинает это доходить, самому человеку в этом очень страшно и некомфортно. У меня у самой было несколько клиентов, которые приходили после таких историй. И, конечно, людям очень тяжело. И я вот искренне сочувствую, потому что, ну вот, так трудно бывает. Абсолютно с вами соглашусь, потому что на прошлой передаче, вот самый первый наш выпуск нашей передачи про деньги был посвящен именно инвестициям. И вот там как раз мы говорили о том, что брать кредит для того, чтобы эти деньги инвестировать, ну это абсолютно не та история, чтобы зарабатывать. Потому что все равно придется возвращать этот кредит. Не дай бог что-то произойдет. Ведь инвестиции — это то же самое. Ну, инвестиции — это очень рискованный инструмент. И здесь получается, что человеку, когда человек попадает под воздействие профессионала, профессионального мошенника, да, и этот мошенник ему начинает говорить, что вот я помогу вам сохранить ваши деньги любым путем, ведь они сейчас используют разные методы. Вот буквально на днях Банк России разместил информацию о том, что мошенники регистрируют человека на сайте Банка России, и на телефон потенциальной жертвы приходит СМС о том, что он зарегистрирован в качестве посетителя в Банк России. То есть и тем самым как бы дают ему понять, что вот вы можете прийти за своими деньгами, мы вас записали в очередь там, и так далее. То есть даже вот такие элементарные вещи, они, получается, используют для того, чтобы обманывать граждан. И в данном случае какой мы можем дать совет вот нашим зрителям, чтобы они не попадались на такие уловки? Ну, начнем с того, что все-таки кибербезопасность никто не отменял. Все, что мы можем обезопасить, нужно обезопасить различным количеством паролей, различными аккаунтами и так далее и тому подобное. Не буду повторять, это вроде как общеизвестное. Вторая вещь очень важная, друзья, финансовая грамотность, как ни крути. Когда мы понимаем, как работают инвестиции, как работают банки, кто на чем зарабатывает, мы понимаем, и у нас там суление 20-30% прибыли за месяц, конечно же, сразу же становится грустно, и ты понимаешь, что тебе вообще-то сейчас чего-то не то говорят. Это очень важный момент. И третий, конечно, занимайтесь своим ментальным здоровьем. Друзья, как ни крути, сейчас время тяжелое, и периодически ходить к психологу, в том числе для того, чтобы просто поразбираться, это вообще такой сегодняшний must-have, мы должны этим заниматься. Потому что иначе прям можно очень-очень запутаться. А учитывая количество информации, причем у нас же информация очень часто тревожная, она еще больше поднимает это состояние. И если с этим не разбираться и не упорядочить свою жизнь, то можно, конечно, попасть и не на такие проблемы, и не на такие долги и так далее. И еще в самом начале нашего разговора вы сказали, что все установки идут из детства. И можно ли эти установки исправить? И какие есть методы для того, чтобы исправить вот эти установки? Можно. Если вы хотите это сделать самостоятельно, для начала заведите тетрадку. Прям не ленитесь, потому что вообще у нас, вот, когда мы ручками пишем, связь с мозгом гораздо лучше, чем когда мы что-то там печатаем. И выпишите все установки, которые у вас есть, которые вам мешают жить, негативные. И посмотрите, насколько эти установки сейчас вам помогают жить. Если они вам помогают, вы их оставляете. Если они вам мешают, вы их вычеркиваете. И задача следующая — понаблюдать, как они работают. Потому что очень часто мы делаем все в фоновом режиме. И у нас автоматом что-то происходит. Вот как только мы начинаем включать осознанность и фиксировать какие-то вещи, то мы начинаем понимать, что это не работает. Рассказываю очень простой пример. Когда-то давным-давно у меня была такая клиентка, которая сказала себе следующее. Она очень волнующаяся, тревожная женщина. Она говорит, там, перед каждым мероприятием, если у меня случается что-то плохое, значит, мероприятие пройдет хорошо. В итоге кончилось все тем, что она начала себе резать руки, пальцы, да, там, оставлять, кстати, вот этот был эпизод, карты в банкоматах и так далее. Ну, то есть уже это начало приобретать. Там, мероприятия, конечно, проходили чудесно, но до этого это было все что-то. То есть это вот как раз та установка, которая в течение жизни у нее возникла. И в итоге пришлось отматывать все назад и смотреть, как это работает и почему эта схема так взаимодействует. И вот когда она включила и пронаблюдала это, то эта установка начала очень сильно уменьшаться, потому что ей очень, ну как-то вот, ей на тот момент она помогла, потому что было какое-то волнительное мероприятие, а дальше она начала мешать. И здесь очень важно понять, вообще детские установки,
они нам всегда даны для выживания. Нам родители не зря все это говорят, они нам свой опыт передают. И нужно просто отделить то, в чем это продолжает нам помогать, и убрать то, в чем это мешает. И если вы это сделать самостоятельно не можете, добро пожаловать. Это, кстати, очень недолго, для этого не обязательно проходить полугодовую терапию, чтобы снять установку. Иногда достаточно 1-2 встреч для того, чтобы с этим разобраться окончательно. Мгм. И скажите, пожалуйста, еще такой момент. Вот мы, когда говорим о повышении уровня финансовой грамотности, рекомендуем записывать свои расходы, Да. доходы, вести ежедневный учет своих трат. И это поможет научиться управлять своими деньгами? Это поможет научиться. Я почему улыбаюсь, я скажу. Дело в том, что в некоторых банках есть сейчас автоматические, где показывают, на что вы расходуете. Вот. Я совсем недавно проследила, у меня другой банк, в котором нет этой опции. Я решила выписать. О, ужас, сказала я себе, поняв, на какую статью расходов у меня ушла большая часть денег. Я сделала вот большие глаза, такая, так, пора начать это контролировать. Конечно, да, однозначно. Единственное, что это бывает очень трудно делать каждый день. Я сама, когда своим клиентам даю задание, иногда очень трудно это делать каждый день. Поделайте это хотя бы раз в неделю. Вы просто увидите, куда у вас уходят основные деньги. У нас иллюзия, что мы очень четко понимаем. Пока мы не визуализировали эти цифры, мы на самом деле ничего не видим. Нам только кажется, что у нас в голове калькулятор. Дело в том, что мозг человеческий очень сложный, и скорость мысли, она просто мгновенная. И поэтому мы не можем, пока мы четко не увидим эту цифру, понять. Да, надо записывать. Абсолютно с вами согласна. Я думаю, что наши телезрители будут использовать наши советы в качестве практической работы над управлением своими деньгами. И еще один такой важный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот легче тратить, с психологической точки зрения, да? С психологической точки зрения легче тратить деньги, которые размещены на банковской карте, либо которые лежат наличными в кошельке? На самом деле, что так, в зависимости от того, как человек привык тратить. Понятное дело, когда деньги лежат в кошельке, все-таки это визуальное подтверждение. Но в связи с тем, что нам приходит СМС о расходах, это тоже визуальное подтверждение, когда ты видишь, с какой скоростью у тебя уменьшается цифра, которая там есть. Поэтому здесь очень сильно зависит от привычки. Хотя, конечно, бытует такое мнение, что вот если там 5000 ты разменяешь, значит, они уйдут. Они могут лежать. Это знаете как? Я сразу вспоминаю Ералаш, в котором мальчик учился не есть сникерс. Он говорит, а если все-таки сорвешься? Он говорит, у меня для этого есть второй сникерс. То есть называется «Не занимайтесь самообманом». Алена Николаевна, дайте несколько простых советов, которые помогут научиться управлять финансами нашим телезрителям. Заведите тетрадку и хотя бы неделю позаписывайте свои траты. Или хотя бы раз в неделю позаписывайте свои траты, что куда уходит. Посмотрите, насколько вам это комфортно или некомфортно. Если это комфортно, продолжайте в том же духе. Следующий момент. У нас очень много сейчас предложений по финансовой грамотности. Те, кто решил заниматься инвестициями, прежде чем ими заниматься, узнайте, что такое вообще инвестиции. Потому что сейчас все подряд называется всем подряд. И здесь важно очень в этой терминологии не запутаться. И следующее. Если вы собираетесь что-то делать с большими деньгами, и у вас есть близкий человек, с которым вы можете это обсудить, обязательно обсуждайте. Потому что очень часто, например, жертвами мошенников становятся люди, которые просто никому ничего не рассказали. А если бы рассказали, вполне возможно, трагедии бы не произошло. Поэтому продолжайте общаться с родными, близкими и друзьями. Записывайте, визуализируйте и изучайте. Финансы — это штука очень интересная. И самое главное, она очень полезная, помогающая нам жить полноценно. Благодарю вас, Алена Николаевна, что Спасибо вы пришли вам. к нам в гости на нашу передачу про деньги и поговорили, рассказали, точнее, нашим телезрителям о таких важных вещах. И я уверена, что, следуя вашим советам, наши зрители смогут защитить себя от действий финансовых мошенников, смогут научиться управлять деньгами и разберутся в себе, в своих установках. Да, спасибо вам большое. Спасибо.
Чаще всего люди чувствуют себя виноватыми из-за трат, потому что боятся, что позже деньги потребуются на что-то более важное. Обычно это чувство возникает из-за отсутствия планирования. Если отслеживать доходы и расходы, управлять деньгами будет психологически легче. Вот несколько простых советов, которые помогут наладить отношения с деньгами. Совет первый. Планируйте бюджет. Подсчитайте доходы и займитесь планированием. Сначала делайте покупки первой необходимости. Это могут еда, и одежда, жилье и коммунальные услуги, кредитные обязательства, мобильная связь и интернет. Затем можете что-то потратить на развлечения и другие приятные вещи, а часть дохода необходимо отложить. Четкий план и понимание своих обязательств помогут не срываться. Когда человек получает зарплату и предвкушает новые покупки, его мозг не работает рационально. Кажется, что один разок можно себя побаловать, а уже через пару дней понимаешь, что все деньги ушли на ерунду. Когда зарплата поступает на карточку, важно недолго пожить с этими деньгами, привыкнуть к ним, а когда мозг расслабится, можно взвесить необходимость покупок и спланировать ближайшие траты. Ставьте реалистичные цели. Если вы хотите купить дорогостоящую вещь, а ваш доход ниже среднего, тщательно взвесьте все за и против. Тем более, если вы сейчас не располагаете данной суммой и рассчитываете на кредит. В первую очередь нужно идти не на поводу одного желания, а все просчитать. Какой нужен первоначальный взнос, какую сумму по кредиту я смогу выплачивать, сколько денег у меня будет уходить на ежемесячные траты, связанные с покупкой и так далее. Не забывайте про маленькие радости. Отношения с финансами не должны строиться на жесткой дисциплине. Ведь деньги – это средство, которое позволяет нам наслаждаться жизнью. Иногда позволяйте себе спонтанные траты. Сходите в ресторан, пригласите друзей в гости, купите новый наряд. Эти мелочи подарят вашему мозгу заряд счастья. Однако помните, что такие траты должны укладываться в ваш бюджет. Если вы постоянно тратите деньги на удовольствие, при этом живете на кредиты и вам нечем платить за еду или жилье, это уже транжирство. Дорогие друзья, сохраняйте осознанность, отслеживайте моменты, когда вас что-то смущает, задавайте себе вопросы. Зачем я это делаю? Что со мной происходит? Почему это так важно для меня? Иногда даже небольшая пауза для размышлений может спасти от неприятностей. Если же из раза в раз вы совершаете вредные для себя действия и справиться с этим не получается, лучше обратиться за помощью к психологу. И запомните, четкий план поможет удержаться от ненужных трат и быстрее накопить на цель. С вами была передача про деньги и ее ведущая Рита Якушева. До новых встреч!